Государственное учреждение «Кыргызтест» уже 6 лет проводит тестирование современным методом. Как сообщили сотрудники учреждения, в день иногда сдают тест на знание госязыка более 100 человек. Но в связи с пандемией в этом году людей меньше. Для представителей местного самоуправления выдвинуты требования сдачи на уровне B2. Это, конечно, серьезный уровень, потому что если А1, А2 – это только уровень начинающих, Б1 – это средний, а Б2 – это выше среднего. То есть это уровень носителя языка, где человек может спонтанно выступить на какую-либо тему и воздействовать путем каких-то подачи материала, там, обращения и так далее. То есть это серьезный уровень. Сегодня с деятельностью госучреждения «Кыргызтест» ознакомилась и вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева. Она отметила, что государственные и муниципальные служащие должны знать кыргызский язык. В свою очередь, вице-премьер прошла пробный тест на знание госязыка и успешно сдала его. В каждом развитом государстве знание государственного языка является таким вопросом, скажем, национальной политики, да, вопросом будущего развития государства. И в нашем случае, в случае Кыргызской республики, есть официальные требования, чтобы каждый государственный служащий, он обязательно проходил тест на знание кыргызского языка. Каждый гражданин, кто хочет проверить себя, он просто-напросто обязан пройти этот тест, чтобы знать, где у него слабые стороны, где у него сильные стороны, где стоит подтянуть, где, возможно, ему нужна будет поддержка дальше. Тест состоит из нескольких разделов. Там есть и вопросы, и ответы. Если госслужащий при первой сдаче теста показывает самый высокий результат, то в последующие годы он освобождается от экзамена. Джазгуль Бакытбек, Забекджан Тохтосунов, Алату, 24.